Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Вопросы безопасности и статистика нарушений границы. В приграничном селе Эргнет прошла 119-я встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. За главный приз будут бороться 4 команды. Финал интеллектуальной игры «Зонда Зилахар» зрители смогут посмотреть в эфире ГТРК ИР в пятницу. Праздничная программа ко Дню осетинского языка и литературы. В киноконцертном зале «Чермен» прошел концерт с участием звезд эстрады Осетии. Президент Алан Гаглоев поздравил Дениса Мантурова с назначением на должность первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. С назначением на должности заместителя председателя правительства Российской Федерации глава государства также поздравил Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Аверчука, Дмитрия Патрушева и Марата Хуснуллина. В приграничном селе Эргнет прошла 119-я встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Во встрече также приняла участие новая глава мониторинговой миссии ЕС в Грузии Беттина Патрисия Бугани. На встрече были обсуждены вопросы безопасности, статистика нарушений границы с периода предыдущей встречи 20 марта. Югосинская сторона вновь подняла вопрос снятия с территории республики незаконного грузинского полицейского поста в селе Уиста. На сей раз не было нарушений или инцидентов, связанных с этим постом и в этом районе. Но, тем не менее, юго-осетинская сторона каждый раз указывает на необходимость снятия этого поста. И, говоря в этом контексте, мы каждый раз призываем грузинскую сторону сесть за стол переговоров для обсуждения линии прохождения государственной границы, то есть о процессе начала делимитации и последующей демаркации государственной границы. Пока что со стороны грузинской стороны в этом вопросе понимания нет. Но и они даже говорят, что не будут это обсуждать. На что мы всегда отвечаем, что время покажет, и не надо говорить никогда. Министр образования и науки Аслан Лулаев на площадке информационного агентства «Спутник» рассказал о квотах на целевые места в вузы Российской Федерации для абитуриентов из Южной Осетии. На целевые места выпускники направляются по тем специальностям, которые необходимы республике. Стейла Бязрова продолжит тему. Учебный год близится к завершению. Для выпускников начинается горячая пора. Впереди их ждут вступительные экзамены. Распределением квот в республике занимается Россотрудничество совместно с внешнеполитическим ведомством. На целевые места абитуриенты направляются по тем специальностям, которые необходимы республике. Министерство и ведомства предоставляют информацию по кадрам, после чего формируется госзаказ правительства. И Россотрудничество запрашивает для Южной Осетии квоты по актуальным профессиям. Хочу заметить тот факт, что зачастую, как минимум на моей практике, потребность и фактическая предоставленная квота, они отличаются. Они всегда отличаются. Да? То есть не бывает такого, что мы условно хотим 100% там подготовки, пусть это будут какие-то технические профессии, нам их предоставили. Нет, конечно, такого не бывает. Это связано с тем, что и в вузах зачастую бюджетных мест на ту или иную, скажем так, специальность бывает дефицит. По этой причине нам эти, скажем так, целевые места не предоставляют. Испытания по квотной программе уже стартовали. Более 40 абитуриентов решили поступить в российские вузы. 2 из них боролись за место в ординатуре. Пройти испытания смогли 24 человека, один из которых аспирант. По словам Аслана Лулаева, многие абитуриенты сталкиваются с проблемами, связанными с регистрацией на территории Российской Федерации. Не буду скрывать этой информации, что есть у ряда абитуриентов республики проблемы с поступлением в высшее учебное заведение Российской Федерации. Они связаны именно с тем, что, к большому сожалению, не успели своевременно сняться с регистрации с Российской Федерации. И сейчас, скажем так, эти вопросы отрабатываются с вузом.
То есть эти родители на связи. Тоже хочу сказать для широкой общественности, что по каким-либо возникающим вопросам все желающие имеют возможность обратиться в отдел науки. Абитуриенты из Южной Осетии также могут поступить в вузы Российской Федерации, сдав единый государственный экзамен. В этом году желающих сдать ЕГЭ значительно выше, чем в предыдущих. Все они прошли регистрацию в Министерстве образования, и в конце мая для них стартует первый этап тестирования. Югосинские абитуриенты будут сдавать единый госэкзамен в Северной Осетии. Однако, по словам Лулаева, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы уже в будущем появилась возможность проводить его на территории Южной Осетии. На сегодняшний момент существует ряд, скажем так, проблем, препятствий, по какой причине мы этого сделать не можем. Начну с того, что единый госэкзамен в первую очередь проводится на территории Российской Федерации, то есть этот вопрос в принципе, он, скажем так, решаемый, да, когда по решению Рособорнадзора экзамен может проводиться на территории Южной Осетии. По окончанию учебного года мы обсудим данный вопрос с Рособорнадзором. Российские вузы ежегодно также предоставляют квоты по линии МВД, МЧС и Министерства обороны. Однако их экзамены проходят без участия Министерства образования. Аслан Лулаев добавил, что наиболее востребованными остаются специальности юриспруденция, медицина и экономика. В завершении министр призвал абитуриентов и их родителей по всем интересующимся вопросам обращаться в Министерство образования. Стелла Бязарова, Аида Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Популярный телепроект «Зонда Зилахар» завершен. С начала года на площадке национального телевидения несколько команд из талантливых ребят бились за право выйти в финал. За главный приз в финале будут бороться 4 команды. В Госдрамтеатре в прямом эфире станут известны имена победителей телепроекта. Завершение интеллектуальной телевизионной игры зрители смогут посмотреть в эту пятницу. Тему продолжит Алена Уттаева. В новом телепроекте «Зонда Зилахар» приняли участие учащиеся со всех школ республики. Активно себя проявили ученики районных школ. Сейчас командам, прошедшим в полуфинал, предстоит сыграть в завершающей игре. Финальные игры, а также завершение масштабного интеллектуального проекта состоится 17 мая. Телезрители смогут увидеть все в прямом эфире. Команда Цзнагарской школы вышла в полуфинал, и теперь они готовы бороться за главный приз. خصوصا проектам ама зардама тыңцыдысты. Ама кфи қостам оған проекттар кайсарыстуй, ама за мұқтар хават кайсыстамы мен тыңғықсыз гунут. Боз тунд бира нокцыдарта кәтстама цорды бұқаудысты. Орфтар за боз тун на истории күд цордысты роздар иратта, на истории күдуди. Офтама олым олы хозон фишчеті кәтсті офта орахина фи қостун. Удом нилдарот проект. Бузоны гутта. Фандит матамай дортар дарохан проекта цауй, олоздар, ама десвала тахат исуй. Илфетагат проект кубазтун, утхайс фанд кутунаме. Бира зоннзинат тадзе кай райгом десте, ама дзею. Ахан проекта мимбалта даристуй хая. Читар макудама гаскетинг пайдау. Участники интеллектуальной игры «Зонда Зилахар» отметили, что благодаря телепроекту они узнали много нового и интересного из истории, культуры и спортивной жизни Осетии. Этот багаж знаний обязательно нам пригодится, говорят участники телеигры. Систем ردك فينال ما أمنا خيتنك تتكلم كيسغني خو ردك فينال ما زنون تتكلم فلمخ نخي بفزور دستم در كورديميرس كان دستم تمن نخي راف ديسم أما ألشي در زونا تخزن فلتر اشتركان أما در تخزن فلتر زنيس نراي قرن بسته أما فينال ما در نيس نفس كياخيز دستم أما Руководитель команды села Цзинагар Ласко Гусоев отметил, что они с удовольствием приняли участие в проекте. Подобного рода проекты имеют важное значение для подрастающего поколения, добавил Гусоев. صراحة خزرت سوي مساخي ربدي سوي كوريدو طبعا نص بروجكت ترى زحتم ما جالس كأخان بروجكت سيروج درس نسوني ميداجيش ما
Permest men också på kommandotjist och den fällan kan virustun çiçekler ben bu kostis elimnolder size xoçiston hepsi xsardas komanda ste kostingi der çixastis ama gaska sarmo muduma salata sa kulturosa fedel taqdattima men habulna taqdattays oxirgant kustatima azunga kanent لبنك داري بالفرت داري استعمل كرزيمة كاين بالانس نوج دار منو خم بروجكت هبي دكوك سالمون قلنا سونيك وخم بروجكت نويت خم سوم بون منوس كاستر تمرز بستاي صورت من كرزي كم أزوني منو خم بروجكت числа фестема сен мегаской пойдет темни срокцен. За главный приз телепроекта будут бороться 4 команды. Команда школы села Бех, Марцинагар и 2 команды Цхинвальской школы номер 6. Алена Аутаева, Алим Петеева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Представители партии НХАС провели встречу с хореографическим ансамблем «Амунд» при администрации Цхинвальского района. Ансамбль всегда достойно представляет республику и является лауреатом международных фестивалей. В ходе беседы обсуждены проблемные стороны, с которыми сталкивается коллектив в своей работе. Среди озвученных вопросов нехватка новых танцевальных костюмов и состояние репетиционного зала. Яна Плиева подробнее. Представители партии НХАС посетили репетицию хореографического ансамбля при администрации Цхинвальского района «Амун». После с коллективом были обсуждены проблемные вопросы. Как отметили артисты, несмотря на некоторые сложности, они всегда принимают активное участие в культурной жизни республики. Председатель партии НХАС Зита Бесаева добавила, что решить все обозначенные проблемы за раз невозможно, однако они постараются в ближайшей перспективе оказать поддержку творческому коллективу. Помещение шагедер калорозм. Бистап нам касым авиос растежем не чиркости фала, бечегем нагуш уйцарачстен. Бузнегвенден хеморах вайна концерт. Штырбузнегвен векустен. В первую очередь необходимо закупить специальное напольное покрытие для танцевального зала. Старое давно износилось и уже не подходит для проведения репетиций. Народный ансамбль «Амунд» много лет радует зрителя своим творчеством. Коллектив впитал лучшие традиции народной, песенной и танцевальной культуры. Ансамбль с успехом выступает на мероприятиях не только в республике, но и является лауреатом международных фестивалей. Среди озвученных проблем, которые мешают полноценной работе ансамбля, нехватка новых танцевальных костюмов. По словам артистов, важно шить костюмы из качественной ткани, чтобы на сцене танцорам было удобно выступать. Далее были осмотрены помещения здания. Помощник президента Алам Плиев добавил, что ремонтные работы начнутся с замены окон, а также в ближайшее время в танцевальном зале появится новое профессиональное напольное покрытие. Яна Плиева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Очередной подарок для театралов республики. Накануне в Госдрамтеатре состоялась премьера спектакля «Салку Салдар» режиссера-постановщика Эдуарда Келихсаева. В драме показан уклад астинского общества начала XIX века. Талантливая игра артистов полностью погрузила зрителя в ту эпоху. Отдельного внимания заслуживают костюмы и декорации, передающие атмосферу того времени. Впечатлениями делится Елена Газаева. В Государственном драматическом театре имени Коста Хитагурова состоялся долгожданный премьерный показ спектакля «Салку Салдар» по пьесе Владимира Гаглоева. Режиссер постановки Эдуард Келихсаев. Для любителей театрального искусства событие стало настоящим праздником. В этом спектакле интересно все – сценарий, актерский ансамбль, музыка. Каждый из актеров вложил душу в свою роль и создал незабываемый образ. Поэтому в постановке нет ролей второго плана. Все актеры сыграли ярко и неподражаемо. Baba, да чи ж галонки, ну как там галонки? Na,
В драме показано остинское общество начала XIX века. Зрители погрузились в мир истории, переживали радость, горе, любовь и страх вместе с персонажами. Не обошлось и без комедийных эпизодов, которые зритель также принял с большим восторгом. Премьера «Салху Салдар» не оставила равнодушным ни одного зрителя. Завораживающая атмосфера, созданная на сцене, заставила зрителей переживать каждый момент происходящего. Костюмы и декорации создали иллюзию погружения в эпоху, о которой рассказывается в постановке. Трагические события, развернувшиеся в семье Алдара, стали финальным аккордом спектакля. Зрители аплодировали стоя и еще долго не отпуская артистов со сцены. От министра культуры Рады Дзагоевой артистам была преподнесена корзина цветов. На премьере также присутствовали члены правительства. Восторженные эмоции долго не покидали зрителей. Они делились с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Мне очень понравилась игра актеров. Режиссура была вообще на высшем уровне. И это было очень правдоподобно и так здорово они играли, что просто эмоции перешкаливают. И я смотрел, зрители с большим восторгом восприняли этот спектакль, это очень радует. Наверное, самыми яркими образами были брат и отец. Также та самая любовь отца. У меня невероятное впечатление на самом деле. Я прям честно скажу, вот я приехала из Санкт-Петербурга буквально вчера, и вот мы прям сегодня пришли. И честно скажу, у меня правда очень хорошее впечатление. Во-первых, сам спектакль меня потряс. Честно, игра актеров потрясающая, и сюжет, все было здорово. Но особенно для меня было приятен тот факт, что зрители аплодировали стоя, и вместо того, чтобы бежать в гардероб, как это иногда бывает, прям дождались и просто не залили аплодисментами актеров, и это было здорово, правда, я прям под впечатлением. Прекрасный спектакль, великолепно поставлен, режиссура хорошая, прекрасная, ребята играют хорошо, все нам понравилось, великолепно. Вот так держать, работать. А какой персонаж вам больше всего понравился? Все они мне понравились, все с большой отдачей работали. Лена Газаева, Заура Стаев, информационный выпуск «Сегодня». К празднованию Дня остинского языка и литературы Комитет по молодежной политике и спорту приурочил концертную программу с участием звезд северо-остинской эстрады. На сцене прозвучали известные хиты исполнителей, а также патриотические песни. Председатель комитета Руслан Хубешта отметил, что организация культурных и спортивных мероприятий будет продолжена. Подробности узнаем из сюжета Анны Гаевой. В Государственном киноконцертном зале «Чермен» прошел концерт, приуроченный ко дню празднования осетинского языка, организованный Комитетом по молодежной политике и спорта. На концерт были приглашены артисты северо-осетинской эстрады.
Североосетинская исполнительница Илона Кисаева поздравила зрителей с праздником и подарила заряд хорошего настроения. В исполнении Кисаевой прозвучала и премьерная песня. В знак поддержки бойцов СВО артисты исполнили патриотические песни. В завершении вечера к присутствующим обратилась председатель партии НХАС Зита Бесаева. Она отметила, что главной задачей на сегодняшний день является укрепление позиций осетинского языка. فرد خسام الله خاطر فرد жагувам омунчунвам нанизвам. Пока язык жив, жива нация, жив народ. И я хочу, чтобы мы все вместе сохранили наш очень красивый язык, очень красивые традиции и несли это вперед с гордой головой, поднятой головой во весь мир. Зрители остались довольны концертной программой, а глава комитета по молодежной политике и спорта Руслан Хубешта в свою очередь отметил, что и в дальнейшем они планируют провести интересные культурно-спортивные мероприятия. Шамеца ошибарагун хурзахо, Ирунов зог, шолсфил дар зоран, восказник дар канджини, амфандит шамай орах дар шави, Ирунов зогл хамажалта. Бузник мафандаза, кесота чизбен, гуцотан удоран, ма изета игран, обун растаке, рохишен кутуй каржудисти на барагун, манен на барагун, кай борасук кутуй сазоржутай. Анна Гаева, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. 24 мая в Баку югостинские спортсмены примут участие в первенстве Европы по вольной борьбе. Один из спортсменов, Суслан Джагаев, на соревнованиях будет выступать в составе сборной России. Второй югостинский спортсмен Арсен Джиоев будет выступать в составе сборной Азербайджана. Агунда Губозова с подробностями. 24 мая в Баку стартует первенство Европы по вольной борьбе. На престижных соревнованиях примут участие югостинские борцы, выступающие в составах сборных Азербайджана и России. На данный момент ребята находятся на сборах. Спортсмены продолжительное время усиленно тренируются, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Как сообщил тренер по вольной борьбе Тамерлан Кочев, на ребят возложены большие надежды. Первенство Европы до 23 лет. Сборта стежавджахава уж сбортанен джиз дуалага бесталт Андрейма Жариот Суслан из команда урысык скунт команда нама хатченис уж первенство Европы до 23 лет. Умает дармананис ноджа Азербайджан скунт команда Джиот Арсен виташта каис Азербайджан сборта. ما ويدار وش صار ما تخشينس то есть дуалагнан хаше ушерсте. Один из спортсменов, Суслан Джагаев, на соревнованиях будет выступать в составе сборной России. Второй югостинский спортсмен Арсен Джиоев будет выступать в составе сборной Азербайджана. Отметим, что последний спортсмен недавно перешел в состав команды Азербайджана. До этого Джиоев тренировался в Осетии. Ребята получили возможность принять участие на первенстве Европы благодаря ранее достигнутым высоким результатам на чемпионате России. Спортсмены будут бороться с лучшими спортсменами Европы до 23 лет в различных весовых категориях. Джагаев выступит в весе 97 килограммов, а Джиоев в весе 86 килограммов.
Результаты соревнований станут известны уже 26 мая. Мы, в свою очередь, желаем нашим спортсменам удачи на предстоящих схватках. Агунда Губозова, Рауль Хощев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 6. В Цавском районе днем 13 градусов тепла, ночью плюс 7. В городе Квайса днем плюс 11, ночью 7 градусов тепла. В Лениногорском районе днем 15 градусов тепла, ночью плюс 7. В столице республики в Цхинвале днем плюс 14, ночью 7 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.